Здравствуйте, ребята! Сегодня изучаем алюминий и его соединения – оксид и гидроксид. На уроке вы рассмотрите строение, свойства, получения и применение алюминия и его соединений – оксида и гидроксида. И также порешаем на эту тему. Рассмотрим положение алюминия в периодической системе химических элементов. Он находится в третьей группе, главной подгруппе, с порядковым номером 13 и относительной атомной массой 27. Алюминий – самый распространенный металл и третий после кислорода и кремния. В свободном виде алюминий – серебристо-белый металл, обладающий высокой тепло- и электропроводностью, с температурой плавления 650 градусов по Цельсию и имеющий невысокую плотность 2,7 грамм на сантиметр кубический, то есть примерно втрое меньше, чем у железа или у меди. И одновременно это прочный металл. Итак, порядковый номер алюминия 13, то есть заряд ядра алюминия плюс 13, и 13 электронов распределены на 3 энергетических уровнях. На последнем энергетическом уровне 3 электрона. Электронная формула последних валентных электронов будет 3s2, 3p1. В возбужденном состоянии происходит распаривание s-электрона и переход его на p под уровень. Поэтому для алюминия характерна степень окисления плюс 3. Распаривание электрона вы сейчас могли видеть на экране. Элемент алюминий расположен в периодической системе так, что в его соседом слева в таблице является магний, типичный металл, а справа кремний, уже не металл. Следовательно, алюминий должен проявлять свойства некоторого промежуточного характера, и его соединения являются амфотерными, то есть проявляющими двойственными свойствами металла и неметалла. Рассмотрим химические свойства. Итак, алюминий как металл реагирует со многими неметаллами, например, с галогенами, азотом, серой, углеродом. С кислородом ярко горит, выделяя большое количество тепла, а также реагирует с водой, и при этом образуется гидроксид алюминия. При этом выделяется водород. Алюминий хороший восстановитель, так как является одним из активных металлов. Стоит в ряду активности сразу после щелочных и щелочноземельных металлов. Поэтому восстанавливает металлы из их оксидов. Такая реакция – алюмотермия, используется для получения чистых и редких металлов, например, таких как вольфрам или ванадий. С растворами кислот алюминий реагирует обычно с выделением водорода. С холодными концентрированной серной и азотной кислотой не реагирует, то есть пассивирует. Поэтому азотную кислоту перевозят в алюминиевых цистернах. При нагревании алюминий способен восстанавливать эти кислоты без выделения водорода. Реагирует с солями, вытесняя при этом менее активные металлы из растворов. Как амфотерный металл, алюминий реагирует с растворами щелочей. При этом образуется тетрагидроксоалюминат натрия, и при этом выделяется водород. Давайте посмотрим опыт. Алюминий – активный металл, однако из-за прочной оксидной пленки его активность малозаметна. Алюминий не реагирует с водой. На поверхности металла сейчас плотная пленка оксида. Пленку оксида можно удалить щелочью. Когда пленка растворяется, металл бурно реагирует со щелочью, выделяется водород. Проверим, будет ли действовать вода
на освобожденной от оксидной пленки алюминий. Удалим щелочь и промоем поверхность металла. Алюминий реагирует с водой, выделяется водород и образуется нерастворимый гидроксид алюминия. Если нарушить плотную естественную оксидную пленку алюминия, он легко разрушается даже в воде. Современный рентабельный способ получения алюминия был изобретен американцем Холлом и французом Эру в 1886 году. Он заключается в электролизе раствора оксида алюминия в расплавленном криолите. Расплавленный криолит натрий-3, алюминий фтор-6 растворяет оксид алюминия, алюминий 2О3, как вода растворяет сахар. Электролиз раствора оксида алюминия в расплавленном криолите происходит так, как если бы криолит был только растворителем, а оксид алюминия – электролитом. Оксид алюминия, алюминий 2О3 – это твердое вещество белого цвета, очень тугоплавкое, с температурой плавления 2050 градусов. Не реагирует с водой и не растворяется, и точно так же проявляет амфотерные свойства, как и алюминий. Получается оксид алюминия либо непосредственным сжиганием порошка алюминия, либо термическим разложением гидроксида алюминия. Давайте посмотрим опыт, который демонстрирует тугоплавкость оксида алюминия. Попробуем нагреть алюминиевую проволоку. Известно, что алюминий плавится при 660 градусах Цельсия. Но на поверхности алюминия всегда присутствует оксидная пленка, температура плавления которой 2055 градусов Цельсия. Проволока размягчается. Металл превращается в жидкость. Продолжаем нагревать проволоку еще несколько минут. Расплавленный алюминий не теряет форму проволоки. Плотная пленка оксида алюминия удерживает жидкий металл. Оксид алюминия – тугоплавкое вещество. Теперь рассмотрим химические свойства оксида алюминия. Как оксид, проявляющий амфотерные свойства, реагирует с кислотами. Здесь приведен пример взаимодействия оксида алюминия с соляной кислотой. При этом образуется хлорид алюминия и образуется вода. Со щелочами существует два вида реакций. Это при сплавлении с твердым гидроксидом натрия и с раствором щелочи. При сплавлении с гидроксидом натрия образуется соль металлюминиевой кислоты. А вот если оксид алюминия будет реагировать с раствором щелочи, то образуется уже вышеупомянутый тетрагидроксоалюминат натрия. Гидроксид алюминия. Алюминий OH трижды. Это белое студенистое вещество, которое плохо растворимо в воде, тоже обладает амфотерными свойствами и получает его действием щелочи на соли алюминия. То есть, например, можно к хлориду алюминия добавить гидроксид натрия, но не в избытке, и при этом выпадает белый студенистый осадок гидроксида алюминия и еще образуется хлорид натрия. Рассмотрим химические свойства гидроксида натрия. Так же, как и алюминий и оксид алюминия, гидроксид алюминия реагирует с кислотами и щелочами. Например, гидроксид алюминия при взаимодействии с соляной кислотой образует хлорид алюминия с выделением воды. С раствором щелочи. Здесь уже мы берем гидроксид натрия в избытке. И при этом образуется опять же тетрагидроксоалюминат натрия. Если мы будем сплавлять гидроксид натрия с гидроксидом алюминия,
образуется соль металюминиевой кислоты, натрий алюминий О2, и при этом еще выделяется вода. Теперь рассмотрим нахождение алюминия в природе. Процент содержания алюминия в земной коре, по данным различных исследователей, составляет от 7,45 до 8,14% от массы земной коры. В природе алюминий встречается только в соединениях, в минералах. Вот некоторые, например, из них. Это боксит, который вы видите сверху, и глинозем, который вы видите второй рисунок снизу. Оксид алюминия представлен в природе несколькими разновидностями. Это корунды, рубины и сапфиры. Все зависит от примеси, которая содержится в кристаллической решетке оксида алюминия. Применение алюминия чрезвычайно широко, как в чистом виде, так и в виде соединений. Оксид алюминия применяется как абразивный материал электротехнической керамики. Монокристаллы оксида алюминия применяются как лазерный материал, камни часовых механизмов. Физические и химические свойства алюминия обусловили его широкое применение в технике. Крупным потребителем алюминия является авиационная промышленность. Например, самолет на 2/3 состоит из алюминия и его сплавов. Из алюминия изготавливают кабели и провода. При одинаковой электрической проводимости их масса будет в 2 раза меньше, чем соответствующие изделия из меди. Учитывая коррозионную устойчивость алюминия, из него изготавливают детали аппаратов и тару для азотной кислоты. Порошок алюминия является основой при изготовлении серебристой краски для защиты железных изделий от коррозии, а также для отражения тепловых лучей. Такой краской покрывают нефтехранилища или костюмы пожарных. И еще хотелось бы сказать о том, что алюминий, поступая в организм человека, вызывает расстройство нервной системы. При его избытке нарушается обмен веществ. А защитными средствами является витамин С, соединение кальция и цинка. То есть при избыточном поглощении соединений алюминия лучше выпить витамин С. Итак, решим несколько упражнений для закрепления. Первое задание. Необходимо дописать несколько уравнений. Первое уравнение – это взаимодействие алюминия с соляной кислотой. Второе – взаимодействие алюминия с хлоридом меди. Третье уравнение – взаимодействие алюминия с концентрированной серной кислотой только при нагревании. И четвертое уравнение – это взаимодействие алюминия с раствором гидроксида натрия. Что у нас получается в первом уравнении? В первом случае образуется хлорид алюминия и выделяется водород, потому что разбавленная соляная кислота реагирует с металлами, как и обычные растворы кислот. Во втором случае алюминий проявляет себя как более активный металл по отношению к соли меди, и поэтому вытесняет ее из раствора. При этом получается хлорид алюминия и медь в чистом виде. В третьем случае, как выше мы изучили, при взаимодействии алюминия с концентрированной серной кислотой при нагревании образуется сульфат алюминия, оксид серы 4 и вода. Конечно же, расставим коэффициенты. В четвертом случае при взаимодействии алюминия с раствором гидроксида натрия образуется комплексная соль тетрагидроксоалюминат натрия и выделяется водород. Обязательно расставим коэффициенты. Следующее задание – решить цепь превращений, причем второе уравнение требуется написать в ионном виде.
Для того, чтобы получить из алюминия хлорид алюминия, можно использовать два пути. Первый – добавить хлор. Так как вы уже знаете, что алюминий реагирует с неметаллами. Или второй – добавить соляную кислоту. Например, используем соляную кислоту. В этом случае образуется хлорид алюминия и выделяется водород. Конечно же, расставим коэффициенты. Второе уравнение. Из хлорида алюминия нужно получить гидроксид алюминия. Из изученного материала вы знаете, чтобы получить гидроксид алюминия, необходимо к соли алюминия добавить щелочь. К хлориду алюминия добавим, например, гидроксид натрия. Сейчас решим цепь превращений и напишем это уравнение в ионном виде. Третье уравнение. Для того, чтобы из гидроксида алюминия получить оксид, необходимо его нагреть. Так как гидроксид алюминия является нерастворимым основанием, он может при нагревании разлагаться на оксид и воду. Рассмотрим взаимодействие хлорида алюминия с гидроксидом натрия. Обращаемся к таблице растворимости. Все вещества являются растворимыми, кроме гидроксида алюминия. То есть это нерастворимое вещество. А так как оно в продуктах, то это означает, что это выпадает осадок. Запишем полное ионное уравнение. Сокращаем те одинаковые ионы в правой и левой части. И записываем сокращенное ионное уравнение. Третье задание. Написать реакцию взаимодействия хлорида меди-2 с алюминием и расставить коэффициенты методом электронного баланса. Запишем реакцию взаимодействия хлорида меди-2 с алюминием. В результате реакции замещения образуется металлическая медь и хлорид железа. Расставляем степени окисления. Медь в соединении имеет степень окисления плюс 2, а хлор минус. Алюминий – это простое вещество, значит степень окисления равна нулю. В правой части простое вещество медь – это 0. Хлор в соединении минус 1, а алюминий плюс 3. Как вы сейчас можете видеть, степень окисления меняется у двух элементов. Это у алюминия и у меди. Их и выписываем. Хлор степень окисления не меняет. Итак, алюминий был со степенью окисления 0, стал со степенью окисления плюс 3. Это означает, что алюминий отдает 3 электрона. Медь была со степенью окисления плюс 2, стала со степенью окисления 0. Это означает, что медь принимает 2 электрона. Выписываем коэффициенты и меняем их местами. Расставляем в уравнении найденные коэффициенты. Перед алюминием ставим в правой и левой части коэффициент 2. Перед медью в правой и левой части ставим коэффициент 3. Смотрим хлор. В правой части 6 атомов хлора, в левой части тоже 6 атомов хлора. И нам остается указать окислитель и восстановитель. Последнее, четвертое задание. Задача. Какой объем водорода при нормальных условиях образуется при взаимодействии алюминия с 40 граммами 7,3% раствора соляной кислоты? Запишем данные. Это масса раствора соляной кислоты с массовой долей 7,3%, массой 40 грамм. И необходимо найти объем выделяющегося водорода при нормальных условиях. И еще для решения задачи нам потребуется малярная масса соляной кислоты. Она равна 36,5 грамм на моль.
В решении сначала по формуле найдем массу чистого вещества соляной кислоты в растворе. Мы уже неоднократно использовали эту формулу и воспользуемся последней формулой, то есть умножаем массу раствора на массовую долю соляной кислоты не в процентах, а в массовых долях. Это 73 тысячных. В результате мы высчитали, и оказалось, что чистой соляной кислоты в растворе будет 2,92 грамма. Записываем уравнение реакции. Расставляем коэффициенты. Над уравнением реакции записываем данные. Это найдены 2,92 грамма соляной кислоты, и необходимо при этом найти объем выделяющегося водорода. Под уравнением, как обычно, выписываем количество вещества. Это 6 молей соляной кислоты и 3 моль водорода. Малярные массы, малярный объем газов рассчитываем по формуле массу и объем, который мы будем использовать в пропорции. Выписываем пропорцию, решаем ее. В итоге получаем объем 896 тысячных литра при нормальных условиях. Запишем ответ. На этом наш сегодняшний урок окончен. Спасибо вам за внимание. Встретимся на следующем уроке.